Погрузимся в философию, которой тысяча лет. Она– ключ к пониманию современной борьбы. Древний текст стал основой современной уйгурской идентичности. Но какая мудрость в нем скрыта? Это Кутадгу-Белик, ему больше 1000 лет. Название переводится как «знание, дарующее счастье». И что интересно, тут главное мудрость, а не просто знание. По сути, это инструкция по созданию этичного государства. Для тюркских народов это настоящий культурный стержень, что-то вроде конституции Сётоку для японцев. Текст, который мы знаем сегодня, был тщательно собран по кусочкам из уцелевших древних документов. Его составили из 3 ключевых манускриптов. Их нашли в Центральной Азии и даже в Египте. И вот одна из самых сильных идей. В уйгурском языке слова «государство» и «счастье» — это одно и то же слово. Так вот, согласно этой философии, единственная цель власти — это счастье людей. Все просто. А это блестяще иллюстрирует другой принцип — абсолютное верховенство закона, а не воля правителей. Текст удивительно опередил свое время. Он, по сути, говорит о равенстве людей и отрицает рабство. Здесь даже есть аргументы против мести. Считается, что такие чувства мешают счастью и справедливости. Еще одна мысль. Люди не рождаются добрыми или злыми. Человеком становится только через обучение в обществе. Сейчас некоторые утверждают, что на эту философию повлияла китайская мысль, конфуцианство или даосизм. Но научный анализ это опровергает. В тексте нет никаких следов китайского философского влияния. Так в чем же дело? Интеллектуальные корни текста ведут к греческой философии через великих исламских ученых. Более того, современные китайские переводы обвиняют в намеренном искажении слов, чтобы создать эту несуществующую связь. Давайте посмотрим, как все это развивалось от XI века и до наших дней, как опора идентичности. Это ведь не просто исторический документ. Его этика и сегодня влияет на культуру и воспитание, придавая стойкости. Для многих уйгуров эта мудрость — источник гордости и исторической памяти перед лицом культурного стирания. И это подводит нас к финальному вопросу, как древняя философия может стать главным инструментом выживания народа.